Тема безопасности и военно-технического сотрудничества сегодня тоже находится на одном из первых, может быть, и на первом месте. Особенно, я имею в виду абхазо-российский диалог на эту тему. Вы знаете, что есть такая площадка, называется «Международные женевские дискуссии по безопасности в Закавказье». Вот на этой площадке мы, наши братья осетины, наши братья россияне, мы, значит, находимся в контакте. Это единственная площадка, где мы находимся в контакте с грузинами. Там же есть и американцы, там есть ОБСЕ, ООН, так называемые наблюдатели. Что происходит на этой площадке? Уже прошли десятки раундов женевских дискуссий, и Грузия при поддержке американцев отказывается подписывать с нами соглашение о неприменении сил. Мы, абхазы, задаем себе вопрос, почему они не подписывают соглашение? Неужели Грузия хочет воевать? Или американцы хотят развязать второй фронт? Мы слышим, циркулирует такая информация, так или иначе, о том, что американцы собираются развязать второй фронт, но слава богу, что грузинское правительство разумное, война никому не нужна, в том числе и самой Грузии. Потому что на сегодняшний день, в соответствии с договорно-правовой базой, агрессия против Республики Абхазия является агрессией против Российской Федерации. Поэтому я уверен в том, что Грузия не будет это делать. Я к чему вам это рассказываю? Потому что вот эффективность международных форматов, которые Запад, значит, пытается продвигать, имею в виду вот женевские дискуссии. Те форматы, где западные представители имеют свое участие, они, к сожалению, не заканчиваются результатом. Сколько еще должно пройти раундов женевских дискуссий, чтобы мы подписали соглашение о неприменении сил?